Организация осеннего призыва – одна из самых важных тем начала октября. Как и по всей стране, призывная кампания началась 1 числа. Этой осенью Ингушетия должна отправить для службы в вооруженных силах страны свыше 200 человек. Служить новобранцы будут в различных родах войск на территории всей страны. Исключение лишь 4 новых региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В этом месяце задание у нас 93 человека. Сразу хотел бы довести задание до глав администрации, чтобы себе пометили. Город Магаз 2 человека, город Назрань 44 человека, Назрановский район 47 человек, Молгобек 18, Молгобекский район 30, город Сунжа 16, Карбулак 10, Сунжинский район 30, Жайракский район 1. Опять же, здесь сразу хотел бы сказать по поводу годового задания. На сегодняшний день Жайракский район у нас годовое задание выполнил и перевыполнил на 140%. Сунжинский район 77% дает и город Магаз 65%. Остальные 20 и чуть более, 19% у нас Молгобекский район. Город Карбулак 56%. Военный комиссар Ингушетии отметил, что военно-учетные столы муниципальных образований слабо проводят работу по оповещению граждан. У нас на сегодняшний день из того, что оповестили, вручили лично повестки, это 210 человек, а не проживают, выехали, у нас получается 930 человек на сегодняшний день. А если взять и посмотреть по муниципальному образованию, то получается у нас Магаз вообще никого не оповестил. Другая важная тема октября – начало отопительного сезона, который должен стартовать по плану 15 числа. В регионе на сегодня работают 6 котельных централизованного теплоснабжения в 5 муниципальных образованиях. Они отапливают 53 многоквартирных дома и социальные объекты. Совместно с Ростехнадзором ведется работа на предмет проверки готовности субъектов отопительного сезона. Нами проведена работа по проверке готовности объектов электроснабжения и газоснабжения. На 95% проведены мероприятия по техническому обслуживанию сетей, также по наладке оборудования электрохозяйства. По газоснабжению «Газпром» отчитался о полностью готовности к переводу режима отопления на осенне-зимний период. На сегодняшний день проблем нету. По плану до 15 октября мы должны завершить все мероприятия в полном объеме. Также на совещании обсудили приватизацию жилых помещений, занимаемых жильцами по договору социального найма. Речь идет о 18-этажных домах Назрани. Эти полномочия возложены на Министерство имущественных и земельных отношений Ингушетии. На сегодняшний день к нам заявление письменно не поступало, люди устно обращаются, мы им даем консультации. Право на приватизацию жилья возникает у указанной категории граждан после заключения договоров социального найма. На сегодняшний день нами заключено 37 договоров социального найма, соответственно, у 37 граждан возникло право на приватизацию. Порядок приватизации регулируется федеральным законом о приватизации жилищного фонда Российской Федерации, и с момента обращения граждан срок заключения с ними договора на приватизацию жилья составляет 2 месяца. По мере поступления от граждан соответствующего заявления нам будет проводиться соответствующая работа. Мурат Вышегуров также доложил и о работе по ремонту лифтового оборудования в тех же многоквартирных домах. Учитывая, что у нашего министерства не было соответствующих денежных средств, нам был заключен трехсторонний договор с участием Национального фонда Республики Ингушетия. Определенный исполнитель. На сегодня исполнителем проведены технические обследования всех 6 лифтов, которые установлены в данном доме. И буквально в пятницу нам направили свое заключение, и в настоящее время ими готовится смета на проведение ремонтных работ. После направления этой сметы нам будет уже дополнительно определен исполнитель, который будет заниматься устранением нарушений на данных лифтовых хозяйствах. Сроки какие-то есть? Сроки, если на этой неделе к нам смета поступит, нам будет уже, наверное, скорее всего, на торгах будет определен исполнитель этих работ. Ну, где-то 40 дней, 50 дней вот так занимает, до 40 дней займет, скорее всего, проведение аукциона, и где-то месяц, наверное, проведут ремонтные работы, потому что там вопрос связан с комплектующими,
которые необходимо заказать и поставить и за пределами республики. На встрече затронули проведение ежегодной акции «Сохраним лес». В этом году Ингушетия в 5-й раз будет принимать участие в этом всероссийском мероприятии. Так, 5 октября в Сунже планируется высадить более 500 саженцев. Участок для посадки определен совместно с администрацией города. Подготовительные работы уже проведены, включая проектировку, разбивку и закупку необходимого инвентаря. В рамках национального проекта «Экология» ежегодно по всей стране проводится акция «Сохраним лес». В рамках этой акции проводится лесовосстановление по всей стране. И также мы будем саживать более 500 саженцев в честь памяти участников СВО. Где и какие породы? Это будет проходить в самом молодом городе Ингушетии, город Сунжа, недалеко, вблизи школы номер 4 вдоль реки Сунжа. Будет высаженный клен, липа и ясень. Помимо обозначенных вопросов, в правительстве обсудили проведение вакцинации против коронавирусной инфекции и сезонного гриппа, а также подготовку к реализации проекта «Непокоренные» и мероприятия к 80-летию юбилея со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.